Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 19 июля, на среду. Смотрим мы с вами на колоде пасьянс цыганский. Смотрим все знаки от овнов до рыбок в двух частях по 6 знаков. Это первая часть, первые 6 знаков. Овны. Среда, 19 июля. События дня. Так, поехали, смотрим, что у вас. Конвертик, первое событие, получение. Вы можете получить новость, можете получить какую-то информацию, посылку. Ну, вот эти получения денег, может быть, мешок с деньгами выпал. Нерешенный вопрос, может быть, в этот день. Верность. Сердце, любовь. Временная разлука, чемодан. Свидание. Ну, в личной жизни точно все будет хорошо. Все три события выпали позитивные. Так, и смотрим, что у нас еще по периметру. Я не нашла ничего. Получается, у вас в этот день получение, какое-то событие, связанное с финансами, гармоничные отношения в паре, верность, любовь, возможно, даже свидание будет в среду. А из минуса у вас выпал нерешенный вопрос, который не решится, эти ножницы не совпали. И временная разлука с кем-то. Вот такие события для вас на среду. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу я к Тельцам. Тельцы, 19 июля, среда, события дня. Тельцы. Гости, чашка чая. Расходы, возможно, на гостей. Мешок с деньгами часто показывает расходы. Победа. Якорь, остановка. Якорь может показывать, допустим, что вы с гостями проведете много времени, несколько часов. Хотя, может быть, смотрите, и на деловой встрече, то есть выпадает встреча еще, да, то есть по якорю надолго, долго будет эта встреча. Надежда, подсвечник по горизонтали. Ой, не поставила здесь камешек. Так. Ссора, метла.
Метла еще может быть наведение порядка. Может быть, если вы ждете гостей, да, то есть будете порядки наводить. Исполнение желания. Цветок. Приятные эмоции. И здесь нет. Значит, смотрите, у вас получается в этот день гости, какое-то событие, связанное с финансами, победа, надежда на победу, исполнение желания, встреча по якорю. Вы проведете где-то много времени, не знаю, может быть, за уборкой, может быть, да, на встрече. Тут могут быть разные варианты. И тут два варианта. Либо ссора, либо хозяйские вопросы по метле. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Близнецы, 19 июля. Среда. События дня. Дерево. Приглашение. Вы можете получить в среду. Цветочек нельзя. Надежда. Нерешенный вопрос. Деловой разговор, деловое общение. Ключик. Все в ваших руках. Так, проверяем, смотрим, что у нас еще здесь. Нет. Дорогу нельзя. Нет, и здесь нет. В горизонтали, в вертикали я у вас не вижу совпадений. Получается, в этот день вы получите приглашение. У вас может, на что-то будете надеяться, на какой-то результат в этот день. Но видите, наверное, результата не будет, потому что выпал вопрос, не решен, не получается его решить. Ножницы у нас где? Одна половинка и вторая вот, да, то есть далеко до решения этого вопроса. Но, тем не менее, у вас в этот день есть ключ. А если выпадает ключ, то, в принципе, все в ваших руках. При сильном желании, да, то есть можно эту цепь разорвать, да, вот даже без ножниц. С ножницами, конечно, было бы легче, но, тем не менее, ключ тоже он открывает двери. И плюс у вас еще будет деловое какое-то общение в этот день. Вот такая вот информация для вас, близнецы. То есть помнить, что все в ваших руках в этот день. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Так, смотрим. Раки. 19 июля. Среда, раки. Приглашение, дерево. Лавровый венок, успех.
встреча. Сильные переживания, печаль выпала. Ссору нельзя. Смотрим еще горизонтали, вертикали. Может быть, сейчас найдем причину ссоры. Подсвечник нельзя. Вернее, не ссоры, а переживаний. Нет. Нет. Ну, я больше не вижу совпадений. Получается, у вас 3 события хорошие и одно негативное. Поэтому тут непонятно. Возможно, вас лично касаться не будет. Может быть, еще что-то произойдет, но не показали, что именно. То есть показывает, что будет приглашение, будет успех в работе, в делах, да, в обучении, возможно. То есть это какой-то социальный успех. Деловой разговор, общение, будет деловая какая-то встреча. И, ну, что-то в этот день вас может еще очень сильно расстроить. Что это будет? Ну, мне сложно сказать, потому что нет никаких подсказок. Так что вот такая вот информация для вас. Есть один минусик. Благодарю за внимание. Перехожу к львам. Так, львы. Львы, 19 июля. События дня для львов. Львы, 19. Солнышко. Хорошее настроение, радость, позитивные эмоции, надежда. Будильник нельзя. Кровать, интимная связь. Встреча. Неприятность. Может быть связанная со встречей. Если рядом выпадают события, иногда показывают детали. Общение с каким-то влиятельным человеком. Представитель закона, власти. Угу. Смотрите, и с ним рядом выпадает печаль. Да, то есть ваше разочарование. Опять же, вот эти ситуации тоже могут быть связаны. Так, сейчас посмотрим еще, что по периметру. Колокольчик, пустые разговоры. Ну, опять же, да, то есть можно вот как вариант, ну, это как вариант, это не обязательно так будет. То есть какая-то встреча, на которую вы возлагали надежды. Да, то есть, а карта неприятность для вас, это то, что это просто был пустой разговор. Будет, да, то есть, вот, может быть так, у кого-то проиграется. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, что получается. С утра прекрасное настроение. То есть с утра у вас есть надежды, да, на то, что все должно пройти хорошо. Кровать может показывать интимную связь или желание, допустим, вечером пораньше лечь спать, или с утра неохота вставать, тоже вот бывает, кровать выпадает. Дальше показывает, что будет встреча, будут пустые разговоры, будет неприятность, общение с каким-то очень влиятельным человеком и разочарование, печаль ваша. Может быть, вот как вариант, да, то есть встреча с каким-то влиятельным человеком безрезультативная, да, то есть пустая. Из-за этого ваше вот расстройство, печаль. Вот такая информация для вас. Понимаю, что не сильно приятная, но, по крайней мере, вы уже, может быть, будете, да, как-то морально готовы к тому, что вот может все пойти не так, как вы себе там, да, вот с утра надеялись, да, по подсвечнику. Ну, даже если в этот день вопрос не решится, а решится в другой, да, то есть никогда не надо
расстраиваться. Благодарю за внимание. Переходим к девам. 19 июля. Среда, события дня. Весы. Колебания, сомнения, выбор. Колокольчик, пустые разговоры. Якорь. Якорь — это всегда остановка где-то надолго. Ну, и мы тут видим, да, ничего не происходит. То есть где-то вы ничего не делаете. И дальше тоже событий нет. Верность. Так, проверяем горизонталь, вертикаль. Змея. Общение со змеей. Это человек, у которого длинный злой язык. Да, то есть надо быть готовым к встрече со змеей. Дальше. Здесь цепь нельзя. Здесь нет, нет, нет. Бокал на застолье. Возможно, вот на застолье будет... Да, вот ваш партнер, партнерша, может быть змея еще. Змея — это, кстати, завистники очень часто. Люди, которые вам завидуют. И здесь нет. Значит, смотрите, что получается в этот день. Вы стоите перед выбором. Два варианта, да, нужно будет выбрать один из двух. Дальше застолье, пустые разговоры. По якорю, возможно, по якорю застолье будет долгое. И, кстати, верность еще может показывать, событие будет связано, застолье с вашей парой как-то, может быть, там, годовщина свадьбы, да, то есть, либо, например, день рождения у партнера, партнерши, то есть, какое-то вот парное событие еще может быть. И быть готовыми к встрече со змеей, да, то есть, тут всегда эта встреча не самая приятная. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части. Ссылочку, как всегда, оставляю для вас под видео внизу в описании. Переходите и увидимся с вами во второй части.